Итак, друзья, здравствуйте. Это рубрика «Просто тех» о технологиях для всех. В прошлом выпуске, кстати, посмотрите его, он интересный так-то. Мы задавались вопросом, что же там у Apple. В этот раз зададим вопрос поглобальней. Что же там в мире технологий? Я собрал самые интересные, по своему мнению, новости и сегодня с вами поделюсь. Не будем медлить, начнем. Устраивайтесь поудобней, мы начинаем. С самого начала скажу вам о новости, от которой вы просто упадете. Буквально недавно, 30 января, Илон Маск сообщил о том, что нейролинк вживил чип в мозг человека. Операция прошла успешно. И вы, наверное, скажете, ну это, конечно, хорошо, но зачем это надо? А я вам отвечу. Чип этот будет называться телепатия. И, судя из названия, выходит, что вы сможете управлять любой техникой силой мысли. Можете своим телефоном, компьютером, машиной, чем угодно, да? А сделано это для людей с ограниченными возможностями. Кстати, они не раскрыли, кому они вживили этот чип, и, надеюсь, это будет известно, и как-то не замолчат они про это, потому что, ну, это не хороший знак на самом-то деле. Но поговаривают, что это человек, о котором недавно, кстати, Илон Маск говорил. Это человек с парализованными ногами. Интересная тема. Напишите в комментариях свое мнение. Хотели бы вы себе чип в мозгу и управлять телепатически всей утварью у вас в доме? Лежишь ты такой на диване, лень тебе вставать, а кофе хочется, да? Крикнул чайнику: чайник, поставь себя. Он говорит: а во мне воды нет. Ну, блин, ну встань, пойди наберем. Он пойдет, наберется сам. Тебе еще кофе заварит, принесет тебе. Ну, кайф, да, согласитесь. Я тут думал и надумал рассказать вам о игре Doom. Эта игра была довольно-таки популярна в древние времена. Сейчас же она популярна тем, что все, кому не лень, запускают ее на чем просто не лень. Ее запускали на холодильнике, ее запускали на калькуляторе, в заметках, да и много еще на чем. Но то, на чем запустили ее сейчас, вообще просто меркнет все остальное, ребят. Ее запустили в животе, на кишечной палочке. Вы зададитесь вопросом: да как это возможно? Как можно игру на кишечной палочке запустить? Я вам объясню. Дело в том, что бактерии выступали в качестве монитора. То есть обрабатывалась информация все равно на компьютере, но, ребят, представьте, вы можете, если у вас нет монитора, поиграть у себя на животе. Как это работает? Объясняю. Все дело в том, что в этих бактериях содержится флуоресцентный белок, который светится и помогает отображать всю информацию. Бактерии выстраиваются в ряд 32 на 48 пикселя и создают некое подобие монитора, загораясь и отображая информацию. Но не все так просто. Вы думали, вы можете спокойно поиграть у себя в животе? Нет, конечно. Спокойно поиграть у вас не получится, потому что бактерии обрабатывают один кадр где-то 9 часов. Ну и чтобы вам спокойненько пройти игру, вам понадобится очень-очень-очень много световых лет. Надо ли вам это? Навряд ли. Ну, довольно-таки интересно. Будем наблюдать дальше, на чем же ее запустят. Сейчас я вам расскажу о очень интересном гаджете. Некий тамагочи с искусственным интеллектом. Называется он IAB со встроенным чатом GPT. Какие же у него функции и как он вообще работает? Это такой прикольный робот, который может, например, выполнять простейшие задачи. Поставить будильник, вы можете у него что-нибудь спросить, можете попросить сделать фото или рассказать историю. Также в него встроены некоторые сенсоры, которые позволяют ему чувствовать. Также у него есть эмоции. И, например, вы можете его погладить, он отреагирует. Милашка. Такой вот ваш маленький помощник, который вы можете положить в карман и спокойно ходить с ним. Можете прикрепить его, например, к ноутбуку, и он всегда у вас будет рядом. Можете задавать ему вопросы, давать простейшие задачи, ну и, в принципе, разговаривать, чтобы вам не было скучно. Стоит такое добро $250. Если заинтересовались, покупайте. Я бы себе такого купил. Прикольно. Недавно прошло событие под названием CES. Ну, это аббревиатура, если что. Расшифровывается как Consumer Electronic Show. На нем показали более 4000 разных изобретений. Я выбрал парочку и сейчас вам о них расскажу. Два самых необычных и прикольных, по моему мнению. Первый — это умная зубная щетка со встроенным искусственным интеллектом. Вы спросите, а зачем? Зачем она нужна? А я вам отвечу. Производитель утверждает, что зубная щетка будет помогать вам правильно чистить зубы и указывать на ошибки, показывать, где вы дочистили, где вы не почистили, где вам еще нужно поработать и где нужно правильно почистить.
И производитель утверждает, что это сократит посещение к зубному врачу. Такая зубная щеточка стоит 130 баксов. Если заинтересовались, покупайте, разговаривайте с ней, пока чистите зубы. Она вам укажет на ваши ошибки. Думаю, каждый из вас в детстве смотрел сказки. О чем это я, ребят? Так придумали умное зеркало, с которым вы можете поговорить. Как оно работает? Вы подходите к зеркалу, и, допустим, если у вас плохое настроение, вы можете сказать: «Зеркало, мне так плохо, я страшная». А он скажет: «Нет, ты всех румянее и белее, ты вообще просто красавица». Будет поднимать вам настроение, устроит вам сеансы психотерапии, также составит расписание медитации, будет вам говорить, когда вы можете помедитировать. Ну и, в общем, вас самоутверждать, что вы самая красивая, что вы самая лучшая. Ну, также показывать время, погоду. Стоит такое «Свет, мое зеркальце» будет от 500 до 1000 долларов. Так что, если хотите ощутить себя героиней сказки, то бегите в магазин и покупайте. Вот как-то так. Напишите свое мнение в комментариях. Как вам эти изобретения и, в принципе, эти новости? Напишите мнение про чип, про Doom, про эти изобретения. Купили бы вы их себе или нет? Буду ждать вас в комментариях. Ну, а в любом случае на этом пока что все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Не забывайте про колокольчик, это важно. Так вы не будете пропускать новые интересные выпуски. Также не забывайте посмотреть старые, они тоже очень интересные. Ну и увидимся с вами на Туркмен-портале. Бывайте!